Я Молин Алексей Николаевич. Работаю в отрасли телекоммуникаций с 1996 года. Работал в крупной инвестиционной компании «Альфа Групп». Возглавлял управление по работе телекоммуникационными активами, в частности, Московское управление Билайна. В 2006 году приехал в Киргизскую республику. Был генеральным директором SkyMobile, который работал под брендом Bitel. Там я являлся генеральным директором. В 2008 году я оттуда уволился и поступил на работу генеральным директором в компанию Нур Телеком, работающую под брендом О. После апрельских событий 2010 года, после революции в Киргизской республике, было заведено на всех сотовых операторов дело по 60 тиинам, это плата за соединение. В результате на нас было заведено уголовное дело Генеральной прокуратуры по факту сговора. И нас всех там неоднократно вызывали в Генеральную прокуратуру. В тот самый момент я познакомился с талантом Мамат Керимовым, который предложил решить данный вопрос, что у нее является родственник Чутонов Дюшон, который является однопартийник и близким соратником Амурбека Черкешевича Текибаева. После того он организовал мне встречу с Текибаевым в Доме правительства на Старой площади, в его служебном кабинете. Я приехал, рассказал эту историю по факту 60 тиинов, что вызывает Генпрокуратура и создает различные сложности в работе. И после этой встречи, в принципе, через какое-то время вопрос с Генеральной прокуратурой был урегулирован. Потом, через некоторое время, талант вновь обращается ко мне с просьбой рассмотреть возможности или найти инвесторов на покупку акций в компании ЗАО «Альфа Телеком», работающей под торговой маркой «Мегаком». Я ему сказал, да, я рассмотрю, у меня вроде бы есть мой давний знакомый, который я знаю с 2002 года, это Маевский Леонид Станиславович, у него как раз есть телекоммуникационный бизнес, он тоже профессиональный связист. И, соответственно, при очередной встрече в Москве я ему озвучил предложение таланта Мамата Керимова. Но я понял, что данное предложение исходит не от него лично, а, скорее всего, от Дюшона Чутонова, который является близким соратником Текибаева. То есть, в принципе, за данным предложением стоит человек из Временного правительства. Я озвучил данное предложение Маевскому, на что он мне, конечно, ответа сразу не дал. Прошло там какое-то время, и Маевский мне позвонил и говорит: Алексей, постарайся организовать встречу с представителем Временного правительства по вопросу приобретения акций ЗАО «Альфа Телеком». Я связался с Мамат Керимовым, талантом, соответственно, сказал ему, что Маевский, в принципе, заинтересован, но необходима встреча именно непосредственно с членом Временного правительства, который будет решать данный вопрос. Талант сказал, что да, мы эту встречу организуем, и дадим знать, и Маевский пусть тогда сюда прилетит. Через какое-то время мне позвонил Талант, сказал, что да, встреча организована, соответственно, звони Маевскому, пусть он срочно прилетает. Я незамедлительно набрал Маевскому, и он согласился прилететь. Первое его знакомство с Амурбеком Текибаевым состоялось в мае 2010 года. Встреча была в его служебном кабинете в Доме правительства на Старой площади. На встрече присутствовал сам Текибаев Амурбек Черкешевич, депутат парламента Кыргызской республики, член Временного правительства, Маевский Леонид Станиславович, российский бизнесмен, я, Молин Алексей Николаевич, талант Мамат Керимов и Чутонов Дюшон. Маевский на этой встрече озвучил свои возможности, то есть он сказал, что он в рынке телекоммуникаций давно, что у него есть и финансовые, и юридические возможности осуществить покупку доли в сотовом операторе Мегаком.
Вот. Ну, судя по лицам Маевского и Текибаева, встреча прошла в хорошей ноте, то есть им очень понравилось. Я так понимаю, что Текибаеву понравилась возможности Маевского. Вот. И, соответственно, он предложил обсудить более подробно вечером вот, в ресторане, там, посидеть и познакомиться поближе. Вот. И все, данная встреча закончилась, мы покинули дом правительства, вот, и вечером у нас состоялась встреча. Вот. По-моему, если не ошибаюсь, в гостинице «Хаят» в ресторане на первом этаже. Вот. Я на этой встрече присутствовал недолго, вот. Я потом отъехал, но встреча была Маевский, Текибаев, Чутонов, Талант Мамат Керимов и я. Вот. Потом я уехал, вот, и вечером уже после окончания встречи, где-то часа через 2-3, вот, Маевский мне звонит и просит подъехать в «Хаят», вот, где он остановился. Вот. Я подъезжаю в «Хаят», вот, и он мне озвучивает результаты встречи. Вот. Что он мне говорит, что встреча прошла в понимающем русле, вот, все друг друга поняли, вот, и Текибаев озвучил Маевскому, что за ввод внешнего управления в компанию с целью проведения технического и финансового аудита ему нужно отдать наличными $1 миллион. Вот. Если это условие не будет выполнено в ближайшее время, то дальнейшие встречи и дальнейшее обсуждение по данному вопросу нет необходимости. Вот. Ну, соответственно, я выслушал внимательно Маевского, сказал, ну, в принципе, подумайте, актив интересный, вот, это один из крупных операторов на территории Кыргызской республики, вот, и все, и Маевский на следующий день утром он улетает. Вот. Вторая встреча с Текибаевой произошла где-то в июле месяце. Вот. Маевский прилетел утром, также остановился в гостинице «Хаят». Вот. В «Хаяте» по прилету он мне передал $300 000, сказал, что это вот та сумма в рамках $1 миллиона, которую потребовал Текибаев за ввод внешнего управления в компанию «Мегаком». Вот. Я эти деньги забрал, он сказал, что ты там, пока от Текибаева не позвонят, деньги оставь у себя. Вот. Что я и сделал. Где-то через 2 недели мне звонит Талант Мамат Керимов и просит, соответственно, встретиться и передать ему $300 000, которые Маевский мне оставил ранее. Вот. Я встречаюсь с ним в офисе торгового центра «Вефа-центр» на улице Советская, Горького, на 6-м этаже. Вот. Передаю ему деньги, вот. В кабинете он был один, вот. Я ему отдаю деньги. Вот, и понимаю, что эти деньги будут впоследствии переданы Текибаеву Амурбеку Черкешевичу. Деньги были переданы, и все. Потом Маевский мне начинает звонить, говорит, что ну, как там движутся наши дела. Вот, но я вижу, что ничего не делается по вопросу ввода внешнего управления. Вот, по факту какие-то назначаются другие люди. Вот, руководство постоянно меняется, какая-то непонятная ситуация вокруг Мегакома творится. Вот, соответственно, Маевский, я докладываю данную ситуацию Маевскому, вот, Маевский недоумевает, соответственно, и вынужден пролетает еще раз, вот, в 3-й раз, вот, где он осуществляет опять встречу с Текибаевым. Вот, и, ну, лично на беседе я не присутствовал, но опять-таки по рассказам Маевского, Амурбек Черкешевич просит подождать Леонида в решении данного вопроса, потому что вопрос там достаточно сложный. Вот. Он сказал, что он привлек Амурбека Абдарахманова, который на тот момент неизвестно, что он являлся членом правительства как раз по национализации компании «Мегаком». Вот. И что, в принципе, все вопросы решить в его полномочиях. Ну, Маевский удовлетворенно покинул страну, в ожидании, что скоро их договоренности выполнятся. Вот. Но опять-таки проходит время, вот, и опять ничего там не происходит, договоренности не выполняются.
Вот, назначаются совершенно, опять-таки, другие люди в управлении компанией, я это вижу, вот, соответственно, опять-таки звоню Маевскому и говорю, что опять как бы ничего не происходит. Вот. Маевский прилетает в очередной раз, вот, пытается встретиться уже там с Амурбеком Текибаевым. Амурбек Текибаев не очень хочет, я так понял, с ним видеться. Вот, мы вынуждены были вместе с Чутоновым его прождать там в кафе, я уже не помню название. Вот очень долго сидели, наконец поступил звонок Чутонову от Текибаева, что он готов с ним встретиться. Вот. Ну, я так понял, что они поехали где-то навстречу, где, я не знаю. Вот. Но после чего Маевский приехал после этой встречи вот, возбужденный, очень недовольный результатом встречи. И на следующий день он покинул страну. Вот. И все, то есть это где-то последний визит его был где-то в декабре 2010 года. Вот. И больше он как бы в страну не приезжал, деньги возвращены не были в размере $1 миллион, хотя Маевский все условия выполнил, он передал ранее, я забыл уточнить, $700 тысяч уже там непосредственно представителям Текибаева. Вот. То есть он свои условия выполнил, и $1 миллион он полностью отдал, наличными отдал людям Текибаева. Вот. Но, к сожалению, как бы ничего не было выполнено.